Ассаламу алейкум, уважаемая республика. Не знаю, получится ли у меня захватить ваше внимание с первой минуты своего появления на телеканале Грозный, но я постараюсь. Сегодня я вам расскажу историю легендарного человека. Человека, о котором говорила вся царская Россия. Это Абрек Зелимхан. После окончания Кавказской войны 19 века сопротивление горцев колонизаторам отнюдь не прекратилось. В 1877 году на Северном Кавказе вспыхнуло народное восстание, охватившее большую часть Чечни и Дагестана. После того, как это восстание было потоплено в крови, царскими войсками сопротивление царизму приняло такую своеобразную форму, как обречество. Абреки, не желая мириться с несправедливостью и произволом, брались за оружие, действуя в одиночку или небольшими группами. Абреки мстили царизму за себя, своих родственников и свой народ. Убивали ненавистных царских сатрапов, грабили банки, казенные учреждения и богачей-колонизаторов. Отобранные деньги и ценности абреки чаще всего распределяли среди бедных людей. Обречество имело массовую поддержку среди горцев. Народ смотрел на абреков как на своих защитников и сам укрывал их от царских властей. Недостаток земли заставлял горцев арендовать ее у казачества и казны. При этом чеченцы и ингуши должны были платить огромные налоги, которые возрастали из года в год. Царская власть, как и любой другой империалист, действовала по принципу «разделяй и властвуй». Такая политика вызывала настоящее обнищание горских народов. Собираемый ими урожай позволял лишь не умереть с голоду. Потому и появились в истории Чечни народные мстители-абреки. Прославленными кавказскими абреками были абрек Вара, убитый в 1865 году, а также абрек Назир. В последующие годы их дело продолжили такие известные абреки, как абрек Эски, организовавший массовый побег из Грозненской крепости. Но, безусловно, самым известным и почитаемым чеченским абреком был Зелимхан Гушмузыкаев из селения Харачой. Он получил широкую известность далеко за пределами Чечни и даже за пределами Кавказа. О нем писали в центральных газетах и говорили все революционные партии. Стать абреком Зелимхана вынудили трагические обстоятельства, с которыми ему пришлось столкнуться: незаслуженное обвинение в убийстве и последующее заключение в тюрьму. По словам самого Зелимхана, он происходил из зажиточной семьи, имел крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и мельницу, большую пасеку, в которой насчитывалось несколько сот ульев. В 1901 году Зелимхан уже был семейным человеком и не помышлял о судьбе абрека. Но попытка женить младшего брата Салтомурада привела к неожиданному конфликту. Родственники девушки отдали ее за другого. Стычка между молодыми людьми из соперничающих фамилий привели к гибели родственников Зелимхана. В ответ был убит человек из враждебной фамилии. Несмотря на то, что между сторонами состоялось перемирие, власти стали производить дознания. Начальник участка, получивший взятку за ложное обвинение, указал на Зелимхана, его отца и двух братьев. Таким образом, было найдено юридическое основание для того, чтобы взять под арест самого Зелимхана и его родственников. Летом 1901 года он был заключен в Грозненскую тюрьму. Этим же летом он совершил побег и стал активным участником обреческого движения. После побега из тюрьмы Зелимхан некоторое время скрывается в родных местах и начинает бороться с несправедливостью, объявляет власти непримиримую войну. Зелимхан начал свою борьбу в 1901 году. Он создал свой небольшой отряд. С самого начала Зелимхан и его соратники следовали правилу грабить только состоятельных и только не чеченцев. Наибольшая активность Зелимхана началась с революции 1905 года, в которой он, как и другие абреки, принял активное участие. Отважные действия благородного абрека Зелимхана вдохновляли народные массы на борьбу и сыграли большую роль в том, с каким упорством чеченцы отказывались повиноваться царским властям. 10 октября 1905 года власти организовали погром чеченцев на Грозненском базаре. Войска расстреляли 17 чеченцев. Зелимхан решил отомстить и через неделю захватил пассажирский поезд, ограбил богатых пассажиров и 17 человек из них, в основном офицеров, расстрелял.
«Передайте полковнику Попову», — сказал он уцелевшим пассажирам, «что чеченские жизни, взятые в Грозном, отомщены». Ничто не смогло сломить Зелимхана, и он продолжал свою борьбу. За помощь в поимке легендарного Абрека царское правительство назначило 5000 рублей, а впоследствии эта сумма была увеличена до 18 тысяч. Стоит отметить, что корова в те годы стоила 10 рублей. В январе 1910 года Зелимхан совершил налет на Грозненский вокзал и издевательски над карателями увез из кассы ровно 18 тысяч рублей. Отряд Зелимхана начал фактически партизанскую войну против властей. Против него были брошены крупные отряды регулярной армии. В селах, которые укрывали абреков, проводились жестокие зачистки. Начались преследования родственников Зелимхана. Были убиты его брат и отец. Жители целых чеченских сел ссылались в Сибирь, если становилось известно, что там ночевал абрек. В 1910 году начальник Назрановского округа князь Андроников захватил в заложники жену и детей Зелимхана, за что поплатился своей головой. Абрек вышел ему навстречу с горсткой товарищей на горной дороге и лично застрелил Андроникова прямо на марше, когда он во главе 2000 солдат вез его семью во Владикавказ. Приказом по Терской области властями был сформирован временный охотничий отряд во главе с войсковым старшиной Вербицким для уничтожения Зелимхана и его соратников. Отряд Вербицкого устроил побоище мирных чеченцев на Гудермесском базаре, в результате которого погибло несколько человек. Зелимхан решил отомстить и убить Вербицкого, но от этого шага его отговорил один очень авторитетный чеченский интеллигент, которого он не мог не послушать. Однажды, во время гастролей по Северному Кавказу, в заложники к Зелимхану попал знаменитый певец Федор Шаляпин. Когда Зелимхан узнал, кто попал к нему в руки, он решил не требовать с него выкуп. Впрочем, об этой истории я вам прочитаю подробнее. И надеюсь, что вы запомнили фамилию Вербицкий, потому что в истории с Шаляпиным он тоже фигурировал. У Зелимхана с тем самым подполковником Вербицким стали складываться особые отношения. С того самого дня, как последний получил под свое командование карательный отряд. Боевая задача отряда была сформирована предельно кратко – живым или мертвым взять абрека Зелимхана. Вербицкий при каждом удобном случае живописал друзьям, как он изловит каналью Зелимхана и в клетке доставит во Владикавказ. Эта болтовня мало трогала абрека, но когда Зелимхану доставили записку от Вербицкого, в которой говорилось: «Если ты мужчина и носишь штаны, то примешь мой вызов на личный поединок. Приезжай, как и я приеду, один к месту боя. Честно сразимся». Зелимхан избрал для поединка поляну возле селения Ведено. Приехал туда в назначенное время, но вместо подполковника его встретила рота солдат. Только ловкость и сила, смекалка и отличное знание местности помогли Зелимхану спастись от коварной засады. «О, великий Аллах!» — в тот же вечер воскликнул Зелимхан. «Разве могут такие собаки ходить по земле?» И участь Вербицкого была предрешена. С этого дня враги ходили между жизнью и смертью. Но вот что произошло однажды. Из Владикавказа к Зелимхану прискакал надежный человек и сказал: «Через 2 дня Вербицкий выезжает в Тифлис». Зелимхан даже привстал от возбуждения. «Вот как? Это точно?» «Да», — ответил гость. Встреча с заклятым врагом в горах обещала полный успех. Зелимхан сделал нужные распоряжения, отобрал десяток верных людей и в тот же вечер уехал горными тропами в ущелье, по которому вьется военно-грузинская дорога. На следующий день, как и предполагалось, люди абрека Зелимхана доложили, что они поймали очень важного человека. И, судя по всему, это Вербицкий. Зелимхан подошел к пленнику и сказал: «Подполковник Вербицкий, я Зелимхан. Ты писал, что хотел в честном бою драться со мной. Вот кинжал, выходи и защищайся». Пленник ответил: «Я не Вербицкий». «Кто же ты такой?» И Зелимхан уставил свой взгляд на незнакомца. «Имя мое вам ничего не скажет. Я Федор Шаляпин, певец и артист театра. К сожалению, паспорта при мне нет. Он остался в повозке». Зелимхан сделал шаг вперед и все так же спокойно, подбирая каждое слово, сказал: «Имя Шаляпин я знаю. Слышал, когда сидел в тюрьме в Грозном. Со мной в камере был один очень хороший русский человек. Он рассказывал о Степане Разине, о Горьком и о Шаляпине. У нас в народе песни тоже любят, а певцов уважают и берегут.
Певцу паспорт не нужен, с ним его песня, она от Бога. А паспорт придумали люди. Иди сюда, если ты певец, мы тебя не обидим. Ты нам спой, а мы послушаем. И великий русский артист запел. В тюрьме русский не обманул меня. Ты хорошо поешь. О Хосбулате у нас тоже песня есть. Сегодня мы ошиблись. Хотели черного ворона поймать, а схватили соловья. Так и крылья можно поломать. А тебе надо свободно летать, песни людям петь, хорошие. А счастья, его у них нет. Вот и я, дорогого гостя, не могу как следует принять. Ты, Федор, пел, а я вспомнил свою семью, у меня даже глаза резать стало. Нехорошо, если с мужчиной бывает такое. Поедешь к своим, не говори, что ты видел, как Зелимхан от песни чуть не расплакался. Плохие люди не поймут, подумают, Зелимхан слабым стал. Прошу, не рассказывай об этом. Иди, ты свободен, а нас прости. И он, пожимая руку Шаляпину, еще раз заглянул в его голубоватые, как ледник, но теплые глаза. В них было волнение и добро души. «Нет, никогда никому не скажу. Я тебя понимаю», – прерывисто ответил Шаляпин. Впервые в жизни он получил такую награду за свое искусство. После этого они расстались навсегда. Шаляпин выполнил свое обещание, которое он дал Абреку. О своей встрече в горах он никогда не рассказывал, до самой гибели знаменитого Зелимхана. Вот такая история приключилась с Федором Шаляпиным. И все же целью Зелимхана был не Шаляпин, а Вербицкий. Дорогие зрители, я уверен, что вам очень интересно узнать, как Зелимхан решил этот вопрос. Слушайте внимательно. Зелимхан решает отомстить Вербицкому неожиданным способом. Совершить набег на Кизляр и ограбить там местное казначейство. При этом он решается на безрассудно смелый шаг. Он предупреждает Вербицкого о запланированном месте и времени нападения. На Зелимхана и его отряд, разумеется, была подготовлена засада, но отряду абреков из 60 человек во главе Зелимхана удалось совершить невероятное. Они удачно обошли засады, переодевшись казаками, и, разделившись на небольшие группы, ограбили казначейство и скрылись, не потеряв при этом ни одного человека. В полицейских отчетах сообщалось, что скрыться Зелимхану от полицейских и казаков помогли местные жители одного из чеченских сел. Они якобы стерли следы, оставленные копытами коней абреков на 15-километровом отрезке дороги, говорилось в том отчете. Добыча от этого налета была совсем небольшой, всего-то 5000 рублей, но не это было главное. Главное, что Вербицкому удалось отомстить, и теперь с него сняли погоны, и он попал под суд за бездействие в поимке Зелимхана, что для Вербицкого было хуже смерти. Зелимхан был просто неуловим и выбирался из самых трудных ситуаций. В октябре 1911 года ему удалось бежать из окруженного села Сунжинское, а в декабре того же года он умудрился бежать из окруженной пещеры. Причина того, что абрека не могли поймать в течение долгих лет, была в том, что чеченцы и ингуши его всегда укрывали. Любое село почиталось за честь приютить Зелимхана, несмотря на то, что селу за это грозило уничтожение. Однако, все же нашлись предатели, которые за деньги сдали Зелимхана. 26 сентября 1913 года близ Шали заболевший Зелимхан был окружен целым полком карателей и после многочасового боя убит. Примечательно, что враги целых 4 часа боялись подойти к телу погибшего абрека. После революции 1917 года Зелимхан почитался как герой национально-освободительной борьбы, выразитель интересов горской бедноты. О нем было написано несколько книг, его именем назывались колхозы. Дорогие зрители, думаю, что вам было интересно послушать историю легендарного человека, который оставил значительный след в истории нашей республики. Мне осталось только выразить свою благодарность тем, кто содействовал в осуществлении этого проекта. Во-первых, благодарю Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи за то, что за 10 лет своего существования они вырастили такого хорошего сотрудника, как я. Большое спасибо Министерству образования и науки Чеченской Республики. И с уверенностью могу добавить, что этому министерству история Чечни не безразлична. И под самый финал скажу вот что. Истории безразлично, как происходят события. История встает на сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей. Спасибо за внимание. До новых встреч.